Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для водолеев. Будем делать прогноз на колоде Таро, метафорической и цыганской. Посмотрим основные события для водолеев на эту неделю. Так, главная карта Дама жезлов. Отношения. Иерофант. Работа. Все огненные карты. Пятерка жезлов. И финансы. Десятка мечей. Добавим из колоды цыганской 3 карты на отношения. 3 карты на работу и 2 карты на финансы. Итак, у водолеев эта неделя будет очень насыщенная. Вы будете, скорее всего, либо завершать какие-то важные проекты. У кого-то может быть повышение по службе назначения, может быть улучшение материального положения, знакомство с новыми людьми. То есть здесь вот именно такое движение начинается в вашей жизни очень активное. Карта говорит о том, что вы будете привлекать к себе внимание, у вас будет, знаете, власть, такая сила слова. Вот вы как сказали, так и будет, то есть к вам прислушиваются, вас уважают. Кроме того, вы будете действовать довольно-таки дипломатично, да, то есть при всей той энергии, при всей той власти, которая у вас будет на этой неделе, вы все-таки ни с кем не поссоритесь, вы сможете со всеми договориться, в общем, решить все вопросы мирно. Замечательная карта для того, чтобы, знаете, продвигаться очень сильно в карьере. Вот если у вас были какие-то планы изменить что-то в работе, в деятельности, замечательное время. Если были какие-то планы решить вопросы юридического характера, судебного характера, тоже замечательная возможность. А для получения обучения тоже прекрасная возможность. То есть водолеям просто открывается небо на этой неделе и появляются силы для того, чтобы решать какие-то важные дела. То есть вас будет просто тащить по жизни вот эта информация, эта энергия, которая будет вас просто фонтаном бить, да, то есть вы будете уверены в себе, вы будете уверены в победе, все у вас будет получаться, замечательная неделя. Для отношений выпадает карта Иерофант, и здесь могут быть какие-то вопросы, связанные с семьей, то есть бабушки, дедушки, родители. Здесь может быть вопросы, связанные с заключением брака, венчанием. Может быть, у кого-то будут детки, какие-то обряды, допустим, крещение, да, или еще что-то такое, вот связанное именно с какими-то традициями семейными или традициями в обществе. Что-то очень важное для вас будет. Кроме того, здесь могут быть какие-то юбилеи у ваших родителей, бабушек, дедушек, когда мы собираемся всей семьей и вот поздравляем, чествуем и так далее. То есть проявляем уважение. Вообще карта хорошая, но она может говорить о том, что мы в отношениях проявляем себя как учитель, да, то есть, может быть, мы какую-то власть используем над своим партнером, и это, конечно же, неправильно, потому что партнерство, оно должно быть на равных. И естественно, что если один из партнеров возвышается, то будут проблемы. Тем более, что эта карта у нас как бы горячая, да, огненная, и могут быть прям конфликты на этой почве. Для тех, кто в поиске партнера, 4 пиковая выпадает. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, возможность познакомиться либо на отдыхе, либо на каком-то обучении. Знаете, вот когда вы в таком состоянии
спокойного ума, да, когда вы ни о чем особо не думаете, когда вы просто расслаблены. И вот есть возможность как раз познакомиться. Тем более, что вот эта карта у нас связана с человеком, который занимает довольно-таки высокое место в обществе, да, то есть вот есть возможность познакомиться. Либо даже могут быть у кого-то взаимоотношения, ну, начаться с преподавателем, с учителем, человеком более старшего возраста, человеком, который придерживается каких-то традиционных взглядов на жизнь, на супружество, на отношения. В общем, самое главное здесь как бы это, скорее всего, врасплох вас застанет, вы даже этого не ищете, вы в таком состоянии спокойном находитесь, да, и события как бы приходят в вашу жизнь сами. Для тех, кто в паре, 8 червовая говорит о том, что будут вставать вопросы материнства, воспитания, может быть, вот женский вопрос какой-то, да, все, что связано с красотой, покупками для дома каких-то красивых вещей, ремонт. В общем, все, что связано, знаете, с женщинами и ценностями для женщин. Кроме того, тут дети, вопросы детей, вопросы зачатия, вопросы материнства, воспитания. Вот как-то все выходит на первый план. И, скорее всего, тут могут решаться какие-то, если дети, допустим, школьники, да, то могут решаться вопросы какие-то вот с учителями в школе, там кого-то, может быть, вызовут к себе учителя для того, чтобы рассказать об успехах либо неуспехах вашего ребенка и так далее. То есть, ну, как бы много таких хлопот, скажем так. И плюс еще ко всему, может быть, будут скрыты от вас какие-то моменты, вот, которые касаются вашего партнера. Может быть, вы сами будете что-то от него скрывать. Но в любом случае, смотрите, это имейте в виду, что то, что скрываете, обязательно выйдет наружу. Ну, как бы по законам жизни. Поэтому либо нужно не делать то, что потом не захочется рассказывать, да, либо, если уж что-то произошло, лучше сразу сказать правду, да, и тогда это будет правильно воспринято. Для тех, кто в ссоре, 2 трефовая говорит о том, что, скорее всего, сейчас нет возможности у вас к примирению, потому что, скорее всего, вы чувствуете себя правыми, вы чувствуете, что вот нужно жить так, как вы считаете правильным, да, и вот это, конечно же, еще больше повлияет отрицательно на отношения. Поэтому пока нет другого настроения, лучше пока не мириться. Либо нужно уравнять себя и своего партнера. То есть пока что вы считаете себя лучше, скорее всего, более правыми, да, и так далее, а его обвиняете. Даже если это так, все равно для отношений это неприемлемо. То есть у нас здесь как получается? Либо мы правы, либо мы счастливы, да, то есть вот как-то вот так. Для работы 5 мечей. Карта обучения, карта, когда мы начинаем свои способности, таланты проявлять, когда мы выходим на новый уровень, причем мы начинаем как-то лучше узнавать законы, по которому там действуют, допустим, законы, которые распространяются на коллектив, на общение, на руководство. Мы лучше начинаем понимать законы, по которым вот жизнь нас там учит, либо продвигает, либо когда удача к нам приходит, мы начинаем понимать, что все это не просто так, и за все нужно заплатить определенную цену. То есть меняется наше мировоззрение, меняется наше отношение к работе, и может быть даже у кого-то кризис какой-то на работе, нет взаимопонимания, нет, может быть, должного уважения к нам, к нашим способностям, талантам и так далее, да, то есть вот мы можем как-то начать немножко воевать тут за себя, но карта говорит о том, что этого делать не нужно. Если мы хотим что-то изменить, нужно прежде всего работать именно со своим мастерством, проявлять какие-то свои таланты и стараться довести их до какого-то профессионального уровня. То есть вот этому нужно посвятить время и внимание, и тогда вот у вас не будет этой самой борьбы вот с внешним миром, да, а вы ее переключите на себя. То есть вот эту всю энергию, которая уходит на борьбу с другими людьми, да,
с обстоятельствами, вы вот с помощью этой энергии можете очень многого достичь. Переключиться, и все будет хорошо. Для тех, кто ищет работу, тройка трефовая, говорит о том, что может быть какой-то результат. Причем вы можете получить какую-то работу, скорее всего, долгое время, может быть, искали, либо не надеялись уже, да, вы получите работу, на которой будете расти. То есть есть возможность либо для улучшения вашего профессионализма, либо есть рост по карьерной лестнице. И кроме того, здесь поддержка окружения. То есть если вы пытаетесь найти работу самостоятельно, это совсем не обязательно. Лучше обратитесь к тем людям, которые могут вам помочь. То есть чем больше информации, чем больше вы там стучитесь в двери, да, тем больше у вас возможностей устроиться на работу. Тем более, что, смотрите, кризис, да, может быть, вы уже долгое время ищете, все-таки нужно соглашаться на что-то, да, на что-то, оно дальше, может быть, вас выведет на более высокий уровень, но пока что пусть будет пониже, чем ваши ожидания. То есть, смотрите, 5, 3, то есть нужно снизить требования к работе, к работодателю и потихоньку уже подниматься в процессе. Для тех, кто работает, 8 пиковая говорит о том, что у вас может быть какая-то ситуация сложная как раз вот с коллективом, да, либо вы себя противопоставляете коллективу, либо просто вот вас как-то могут не принимать, да, не принимать вот то, как вы работаете, как вы себя выражаете, не принимать какие-то ваши взгляды на жизнь, еще что-то. То есть тут какие-то такие непримиримые обстоятельства, либо, может быть, ссора какая-то между коллегами. Может, конечно, быть и ссора с начальством, но, знаете, начальство не очень высокое, а вот которое вот чуть выше уровень занимает, чем вы сами. Но карта говорит о том, что вся ваша удача, весь ваш успех зависит от коллектива, от других людей, от общения, от клиентов. То есть вот именно нужно настраивать общение, нужно настраивать, учиться как регулировать отношения правильно. Вообще 5 жезлов – это, конечно же, карта кризиса. Хоть как будет какая-то сложная ситуация, но любой кризис, он всегда нам дает шанс к улучшению. Мы можем, конечно, уйти в отрицание, да, то есть еще хуже себе сделать, а можем и улучшиться. Посмотрите, у нас тут 2 пятерки, то есть неделя для водолеев действительно переходная, хоть и кризисная. Итак, 5 жезлов – это у нас астрологически связан Сатурн во Льве. И получается так, что мы хотим быть яркими, мы хотим себя показать, мы хотим проявиться, а Сатурн нас ограничивает в этом. Сатурн в данном случае может быть и коллективом, да, из людей, тем более, что у нас здесь вот именно про коллектив говорится. Это могут быть и люди, которые более высокое положение занимают, не дают нам проявиться. Конечно, нас это очень даже расстраивает и огорчает. Но единственное, что мы здесь можем сделать, это работать над собой и стараться, чтобы наши достоинства заметили люди сами, другие, да, люди заметили сами, чтобы не мы их старались как-то всем на вид показывать, да, а чтобы мы работали как можно лучше, а люди и сами заметят тогда, то есть нам даже не нужно будет как-то о себе говорить, себя демонстрировать, да, то есть и так все заметят. Для тех, у кого свое дело, 6 трефовая говорит о том, что, скорее всего, придется на этой неделе либо вступать действительно в какую-то серьезную борьбу конкурентную, либо могут какие-то ситуации происходить очень даже неожиданные, критические, которые связаны с продвижением дела, да, какого-то, может быть, с ростом вашего бизнеса, с ростом доходов. Вот могут быть какие-то очень сложные ситуации, когда будут палки в колеса, скажем так, ставить. Но на самом деле
Карты говорят о том, что ничьей вины в этом нет. Это, скорее всего, вам пришло время испытать вот эти трудности, раз, а во-вторых, вы сами их когда-то создали. То есть где-то что-то не досмотрели, где-то повели себя высокомерно с другими людьми, где-то не доучились, где-то нет профессиональных качеств достаточных. И вот поэтому могут быть какие-то сложности на этой неделе. Но опять же, две кризисные карты, они говорят о том, что если мы вложимся достаточно, да, то есть Сатурн нам говорит о том, что нужно работать, нужно серьезно работать, то мы выйдем на новый уровень и профессионализма. Это может быть новые клиенты, это могут быть повышение качества наших услуг, финансов и так далее. То есть здесь все может повернуться очень даже хорошо. И смотрите, для водолеев финансы десятка мечей – это у нас, конечно же, завершение какого-то процесса. Либо это будет получение дохода от какого-то давнего проекта, в который мы вложились уже достаточно много и долго вкладывались. Либо у нас здесь какое-то время вообще не будет дохода. То есть один, может быть, период закрывается, другой начинается, и пока что еще у нас здесь сложности. И, кстати, карты удивительно для тех, кто работает, и для тех, кто своим делом занят, выпали две одинаковые карты Джокера. А Джокер – это у нас, знаете, совершенно неожиданные карты. То есть особенно в деньгах здесь может быть как выигрыш, так и проигрыш. Здесь может быть, знаете, действительно могут быть потери. Может быть, водолеям действительно захочется в какую-то авантюру вмешаться, влезть, да. Это может быть и действительно игровая какая-то, может быть, ситуация, зависимость, да. И вы можете потерять деньги. То есть, смотрите, на этой неделе водолеям играть нельзя. Ни в коем случае. Там ни в каких нельзя участвовать там, в розыгрышах, да, в общем, не верьте тому, что вам обещают, что вы можете выиграть какую-то сумму. Скорее всего, вы потеряете здесь больше. Вообще, вот у нас Джокер, вот именно вот с такой картой, говорит о том, что может быть ситуация какого-то, ну, как сказать, в общем, прерывается какая-то ситуация по причинам, связанным с судьбой, с кармой. То есть это даже от нас не зависит вот в данном случае. То есть завершается процесс и все. И вот здесь, может быть, если вы действительно как бы заслужили от судьбы подарок, да, то вам может действительно прийти большая сумма по десятке мечей. То есть все ваши проекты, они вот получат завершение и придет сразу большая сумма. Но новых каких-то проектов еще пока что по этой карте нет. То есть новых доходов. Либо за старое что-то будет приходить, либо будет вот желание, знаете, как-то рискнуть, да, желание заработать, вернее, получить то, что не заработали. Вот здесь вот очень большая проблема для водолеев. Давайте посмотрим, что советуют метафорические карты водолеям на эту неделю. Ну, смотрите, карта говорит о том, что какие-то наши убеждения мешают нам двигаться. То есть это воображаемая дверь, да, по сути, это целое пространство, а мы сами эту дверь установили, эту перегородку, да, и с одной стороны у нас один человек, с другой другой. То есть, по сути, нет никаких преград, но мы сами их установили. Это касается и отношений, это касается и работы, да, то есть мы, скорее всего, ну как, ломимся в открытую дверь. То есть, может быть, нам чуть-чуть правее, чуть-чуть левее, да, для того, чтобы как бы свою цель осуществить. Может быть, нам нужно подумать, какие-то обходные пути, какие-то новые цели поставить. Может быть, если у нас какая-то преграда на пути, может быть, ее нужно обойти, а не стараться как-то ее, ну, как бы убрать, эту преграду, да. То есть, получается, один человек с одной стороны, другой с другой. По сути, их ничего не разделяет, и они легко могут договориться. Но нет, не происходит так. То есть, получается, что наши какие-то
вот мировоззрение, видите, они смотрят. Один в замочную скважину, другой в глазок, да. То есть мировоззрение какое-то, наше убеждение, вера какая-то во что-то не позволяет нам прийти к своим целям. Особенно вот если говорить о финансах, да, то как бы здесь вообще сложности. То есть нужно искать новые пути в финансах, нужно искать новые пути в деятельности, нужно искать новые пути для того, чтобы были хорошие отношения. То есть, смотрите, какая-то преграда у водолеев, она должна быть разрушена обязательно. Не нужно действовать напролом, не нужно действовать напрямик и обычными способами. Нужно что-то новое, вот, новое, да. Нужно что-то новое двигаться. Опять вот обучение. Здесь опять же карта кризиса, опять новое все. Смотрите, вам нужно все делать по-новому на этой неделе. Во всем. И в отношениях, и в работе, и в финансах карты говорят. Друзья, желаю вам прекрасной недели. Желаю, чтобы как раз вот все это новое пришло в вашу жизнь. Всего вам доброго. До новых встреч.